ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبيان. ألم ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. رحل الهزابر عن الحياة مفارقا دنياه لم يركن لعيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الإسلام أمانة فتعلم أدب الإسلام. معروف يسدى للعالي. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах и приветствует своего раба и посланника Мухаммада, его семью и всех сподвижников. А затем, уважаемые зрители, мир вам, милость Аллаха и его благословение. Добро пожаловать вновь на эту передачу под названием «Достоверные исламские адабы». В этой передаче мы обсуждаем поведенческую сторону жизни мусульманина и говорим о том, как в своей жизни и в своем поведении он может следовать пророку, мир ему и благословение Аллаха. Это очень важная сторона, как для мужчин, так и для женщин, для взрослых и для детей. Сегодня, дорогие зрители, мы будем говорить об адабах одежды или одеяния. Адабы одежды. Вначале я перечислю вам составляющие части этой темы, а потом мы перейдем к подробному их объяснению. Адабы одежды. Первое. Дуа при надевании новой одежды. Второе. Дуа при надевании одежды в общем. Третье. Нужно надевать одежду, начиная с правой стороны. Четвертое. Стремление хорошо выглядеть. Пятое. Следить за тем, чтобы полы одежды у мужчин не спускались ниже щиколоток. Шестое. Не надевать узкую, прозрачную или слишком тонкую одежду. Седьмое. Чтобы мужчины не уподоблялись женщинам, а женщины не уподоблялись мужчинам в одежде. Восьмое. Запрещение носить шелк и золото мужчинам. Девятое. Разрешение мужчинам носить в одежде шелк, если он не превышает 4 пальцев. Десятое. Сунна ношения кольца и дозволенность ношения перстня. 11. Запрещение ношения кольца на 2 пальцах, и я расскажу вам, что это за пальцы. 12. Желательность ношения кольца на мизинце. 13. Дозволенность ношения кольца на правом или левом мизинце. 14. Последнее. Зикр, который надо говорить при переодевании и который ослепляет всех джиннов и шайтанов, которые находятся рядом с тобой в момент переодевания. Это краткий обзор нашей темы, и сейчас мы подробно все это объясним. Дуа при надевании новой одежды. Ат-Тирмизи привел хадис от Абу Саида, да будет доволен им Аллах, который сказал: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, надевал новую одежду, он называл ее названием, будь это чалма, рубаха или плащ. Потом он говорил: «О Аллах, Тебе принадлежит вся хвала, Ты одел меня, я прошу у Тебя добра от этих одежд и совершения праведных дел в этих одеждах, и прибегаю к Тебе от зла этих одежд и совершения зла в этих одеждах». Те уважаемые братья и сестры, которые записывают эти дуа, пусть напишут это дуа. Это дуа человек говорит, когда надевает новую одежду. Он называет эту одежду своим названием. Он говорит: «О Аллах, хвала Тебе, Ты одел меня. Хвала Аллаху, Ты одел меня в этот платок. Ты одел меня в этот костюм». Человек называет одежду и говорит это дуа. Второе.
Дуа при надевании любой одежды. Абу Дауд и Ат-Тирмизи привели хадис, и Ат-Тирмизи назвал иснад этого хадиса хорошим. От Муаза ибн Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: кто поел еду, после чего сказал: хвала Аллаху, который накормил меня этой пищей и наделил меня, хотя у меня нет ни мощи, ни силы, будет прощены ему его прежние грехи. И кто наденет одежду и скажет: хвала Аллаху, который одел меня в эту одежду и наделил меня ей без малейшего усилия или возможности с моей стороны. Итак, у нас сейчас есть два дуа. Дуа при надевании новой одежды и дуа при надевании одежды в целом в общем. При надевании новой одежды ты говоришь: когда ты первый раз надеваешь одежду, ты можешь сказать это дуа. Когда же ты надеваешь одежду в целом, любую, ты можешь сказать следующее дуа. Если ты скажешь это дуа, тебе будут прощены твои прежние грехи. И этот хадис, как я вам сказал, привел Ат-Тирмизи и назвал его хорошим. И также хорошим его счел Аль-Альбани. Третье. Если ты хочешь надеть одежду, с какого рукава ты должен начать? Или если ты, уважаемый, захочешь надеть штаны, с какой штанины ты должен начать? С правой штанины. И также сначала надеваешь правый рукав, а при надевании штанов начинаешь с правой штанины. Какой хадис указывает на это? Хадис, который Ат-Тирмизи привел с достоверным иснадом от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, надевал рубаху, он начинал с правой ее стороны. То есть сначала он продевал руку в правый рукав. Есть и другой хадис. Его передали Ахмад и Ибн Хиббан с достоверным иснадом. Также от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: когда вы будете надевать одежду или совершать омовение, то начинайте с правой стороны. Таким образом, два этих хадиса указывают на то, что при надевании одежды надо начинать с правой стороны. Даже при расчесывании волос желательным является начинать с правой части головы. Даже при надевании обуви сначала обувать правую ногу. Далиль на это хадис, который приводится в двух достоверных сборниках Бухари и Муслима от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала, что пророку, мир ему и благословение Аллаха, нравилось начинать с правой стороны при обувании, расчесывании, омовении и во всех его делах. То есть сначала он обувал правую ногу, сначала причесывал правую сторону головы, начинал с правой стороны тела при большом и малом омовении. В риваяте Муслима от Аиши передается, что она сказала, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, любил начинать с правой стороны при омовении, при расчесывании волос и при обувании. Да будут мой отец и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Итак, третий адаб — это начинание одеваться с правой стороны. Четвертый адаб — это стремление к тому, чтобы красиво выглядеть. Стремление к тому, чтобы красиво выглядеть. Почему? Потому что ислам любит красоту. Он любит, чтобы его последователи были красивыми, но без излишней роскоши или выставления всей красоты на показ. Доказательством этому является хадис, который Абу Дауд привел с хорошим иснадом от Джабира ибн Абдуллы, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к нам, то есть пророк, мир ему и благословение Аллаха, посетил его. Как же это прекрасно! Пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел к ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к нам и увидел одного растрепанного, взъерошенного человека. Он сказал: разве этот человек не нашел для себя ничего, чтобы уложило его волосы? Он также увидел другого человека, на котором была грязная одежда, и спросил: разве этот человек не нашел воды, чтобы постирать свою одежду? Да благослови тебя Аллах, о посланник Аллаха! Ты был прекрасен в своем облике, приятен в своем запахе. Ты был благим и изнутри, и снаружи. Да будут мой отец и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха! Второй далиль, хадис, который Муслим привел в своем достоверном сборнике, от Абдуллы ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: не зайдет в рай тот, в чем сердце будет хотя бы одна частица высокомерия.
Один человек спросил: «О посланник Аллаха, люди любят, чтобы их одежда и обувь были хорошими». Этот человек решил, что красота в одежде и обуви относится к высокомерию. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Воистину, Аллах красив и любит красоту». Высокомерие — это отрицание истины и надменное отношение к людям. Отрицание истины, непринятие истины и надменное, уничижительное отношение к людям — это и есть высокомерие. Что касается красивого внешнего вида, то это не относится к высокомерию. Пятый адаб. Чтобы полы одежды у мужчины не спускались ниже щиколоток. Когда мужчина надевает какую-либо одежду, она должна быть выше щиколоток. Щиколотки еще называют лодыжками. Это два торчащих костных образования внизу ноги. Одежда не должна спускаться ниже лодыжки. Доказательством тому является хадис, приведенный Аль-Бухари в его достоверном сборнике, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Та часть изара, которая ниже щиколоток, в огне». Это опасный вопрос. Есть другой хадис. Его передал имам Ахмад с хорошим иснадом от Аль-Аля ибн Абдуррахмана, от его отца, который сказал, что слышал, как Абу Саида спросили про изар, то есть про длину изара. Его спросили про изар, и он ответил, что слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Изар верующего человека до середины голени». Изар верующего человека до середины голени. И нет ничего плохого в том, чтобы опустить его до щиколоток. То же, что ниже щиколоток, то в огне. Аллах не посмотрит на того, кто волочит свой изар из высокомерия. В риваяте Ахмада с хорошим иснадом от Анаса, да будет доволен им Аллах, говорится, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Изар до середины голени или до щиколоток». И нет блага в том, что ниже этого. Нет блага в том, что ниже этого. Поэтому имам Ад-Дахаби, да помилует его Аллах, счел удлинение изара ниже щиколоток одним из больших грехов в своей книге Аль-Кабаир. И сказал: это касается и рубахи, и штанов, и чалмы, и так далее. Это общее правило для рубах, штанов и чалмы. То есть даже обычные штаны должны быть до щиколоток и не опускаться ниже щиколоток. Как такое удлинение возможно в чалме? Арабы удлиняли хвост от чалмы, и иногда этот хвост мог волочиться по земле. И это также запрещено. Однако этот вопрос, любимые братья, укорачивания рубахи и штанов, касается исключительно мужчин. Они являются общим для мужчин и женщин. Что касается женщины, то ее одежде можно волочиться по земле. Такова сунна для женщины. Доказательством тому является хадис, приведенный от Тирмизи, который он назвал хорошим и достоверным. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который передал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На того, кто волочит свою одежду по земле из самодовольства, Аллах не посмотрит в судный день». Салима спросила: «А что женщинам делать с подолами их одежды?» Он ответил: «Опускать их на 5». Она сказала: «Тогда их ступни будут обнажаться». Он сказал: «Тогда пусть опускает на локоть, но не больше». Если женщина опустит подол одежды на локоть, ее джильбаб будет немного волочиться по земле. И это для нее является сунной. Поэтому, когда одна из достойных сподвижниц пришла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, джильбаб одной из нас волочится по земле и попадает в грязь». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил ей: «Подол очистит то, что будет после этой грязи». То есть сначала она прошла что-то грязное, потом вышла на сухое место, и оно очистило то, что было до него. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сказал ей поднять или укоротить подол. Нет, потому что длинный подол является сунной для сестры-мусульманки, которая хочет придерживаться ислама явно и в душе. Уважаемые зрители,
Я прошу вас следовать этим вещам, соблюдать которые следует и братьям, и сестрам. Шестой из адабов одежды. Не надевание слишком тонкой или узкой одежды. Доказательством тому является хадис, приведенный Муслимом в его достоверном сборнике. От Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, сказал: «Два вида обитателей огня я еще не видел. Это мужчины с плетьми, которые подобны бычьим хвостам, и которыми они избивают людей. То есть это притеснители. И женщин, являющихся одновременно и одетыми, и обнаженными, отклоняющимися и отклоняющими, головы которых подобны свисающим верблюжьим горбам. Они не войдут в рай и не ощутят его благоухания, хотя благоухание его непременно будет ощущаться уже на таком-то и таком-то расстоянии». Пророк, мир ему, благословение Аллаха, описал нам два вида обитателей огня, которых не было в его время. Первый вид — это притеснители и тираны, которые бьют людей палками и плетьми. Второй вид — это женщины, которые носят тонкую одежду, одетые и в то же время обнаженные. Они носят одежду, но эта одежда просвечивает и облегает. Либо такая женщина одета, но ее одежда показывает одни части ее тела, а другие скрывает. Их головы подобны свисающим верблюжьим горбам, как верблюжьи горбы, которые могут склоняться вправо и влево. Верблюды делятся на два вида. Арабский верблюд, у которого один горб, и двугорбый верблюд. Женщина укладывает свои волосы сверху головы и склоняется вправо и влево, желая соблазнить мужчин. Да упасет нас от этого Аллах. Мы просим Аллаха сохранить наших дочерей и дочерей мусульман от смуты и выставления на показ красоты, о Господь миров. Седьмое. Избегание того, чтобы мужчины подражали женщинам. И наоборот. То есть женщине нельзя надевать мужской костюм. Такую уподобляющуюся мужчинам женщину проклял пророк, мир ему, благословение Аллаха. Мужчине также не дозволено надевать женское платье или другие одежды, которые считаются чисто женскими. Например, из сильно вышитой ткани, которые могут носить только женщины. Такое носить мужчине не разрешено. Доказательством тому является хадис, который Аль-Бухари привел в своем достоверном сборнике. От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам. С одной женщиной-мусульманкой произошел случай. Возможно, она не знала этот хадис, и никто ее не исправлял. Этот случай привел имам Ахмад в своем муснаде, и Аль-Альбани назвал хадис достоверным. Хадис передается от Ата, от человека из племени Худейль. Он сказал: «Я видел Абдулла ибн Амра ибн Аса, его дом в Хиле, а его мечеть в Аль-Хараме». Он сказал: «Когда я был у него, он увидел Саид, дочь Абу Джахля, которая надела на себя лук и шла мужской походкой, как будто бы она воин». Абдулла спросил: «Кто это?» Человек из племени Худейль ответил: «Это Саид, дочь Абу Джахля». Он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, говорит: не из нас та женщина, которая подражает мужчинам, и тот мужчина, который подражает женщинам. Не из нас, то есть не относится к мусульманской нравственности и исламскому руководству». Есть другой хадис. Его также привел Абу Давуд с хорошим снадом от Ибн Аби Мулейки, который сказал, что Аише, да будет довольна ею Аллах, сказали: «Одна женщина носит мужскую обувь». И она ответила: «Посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, проклял женщину, подражающую мужчинам». Аишу спросили о женщине, которая носит мужскую обувь. Что сказала Айша? Она сказала: «Посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, проклял мужеподобную женщину, то есть женщину, которая подражает мужчинам в своей походке или одежде». Восьмое. Запрещенность носить шелк и золото мужчинам. То есть мужчине нельзя носить шелк или золото. Далиль — хороший достоверный хадис, который привел от Тирмизи, от Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, сказал: «Ношение золота и шелка запрещено мужчинам моей уммы и разрешено женщинам». Ношение золота и шелка запрещено мужчинам моей уммы и разрешено женщинам.
9. Вопрос такой. Весь любой шелк харам для мужчин? Некоторые мужчины носят абаю, похожую на эту, шелковой отделкой по краю. В Египте наши портные такое делают. И эти нити они покупают по граммам. Допустима ли эта шелковая отделка на одежде? Ответ – допустимо, если она протягивается на 2, 3 или 4 пальца. Но она не должна быть больше 4 пальцев. Какой далиль? Я упомяну его для тебя чуть позже. Итак, 9. Мужчинам можно носить в одежде шелк, если он не превышает 4 пальцев. Мы говорим о натуральном шелке, который делают шелковичные черви. Что касается искусственного шелка, то его можно носить и мужчинам, и женщинам, потому что его только называют шелком, хотя на самом деле он вовсе не шелк. Таким образом, натуральный шелк допустим, если в одежде он протягивается на 2, 3 или 4 пальца, но не больше. Доказательством тому служит хадис, приведенный Муслимом в его достоверном сборнике. От Суэйда ибн Гафали, что Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, дал хутбу в Джабии и сказал, место называется Аль-Джабия, и там Умар дал хутбу и сказал, пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил надевать шелк, кроме как в ширину 2 пальцев, 3 или 4. Кроме как в ширину 2, 3 или 4 пальцев. Умар ибн аль-Хаттаб сказал, что ширина в 4 пальца допустима. 10. 10 адаб. Допустимость надевания колец и перстней для мужчины. И также для женщины. Какое есть доказательство? Хадис из 2 достоверных сборников Бухари и Муслима от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял себе перстень из серебра. Он взял себе перстень из серебра. Он был на его руке. Потом он был на руке Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. После него этот перстень был у Умара, да будет доволен им Аллах. Потом у Усмана, да будет доволен им Аллах, пока не упал в колодец Арис. На нем было выгравировано «Мухаммад, посланник Аллаха». На том перстне было выгравировано «Мухаммад, посланник Аллаха». В другом риваяте говорится, что эти слова были написаны в 3 строчки. «Мухаммад, посланник Аллах». Слово «Мухаммад» было внизу. На строчке над ним было написано «посланник», а верхняя строчка «Аллах». Такой была резьба на перстне любимого пророка, мир ему и благословение Аллаха. «Да будут мои отец и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха». Однако возникает вопрос. Это кольцо было на руке пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда он был имамом мусульман. Он ставил им печать, он запечатывал им послания, которые отправлял к царям и правителям. После его смерти это кольцо унаследовал Абу Бакр, и он также запечатывал им свои послания. Затем Умар, после него Усман. Вопрос такой, можно ли носить кольцо только имаму, или же для всех остальных мусульман это тоже допустимо? Ответ – носить кольца можно всем мусульманам, всем людям. Доказательством этому является хадис, приведенный у Аль-Бухари от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял себе перстень из серебра или золота. Он надел перстень щитком вниз, то есть там, где ладонь. Он вырезал на нем «Мухаммад, посланник Аллаха». И люди взяли себе перстни, как он. Когда он увидел, что они взяли себе перстни, он бросил его и сказал, «Я больше его не надену». Затем он взял себе перстень из серебра. И люди также взяли себе серебряные перстни. Ибн Умар сказал, «И после пророка, мир ему и благословение Аллаха, его перстень носил Абу Бакр, потом Умар, потом Усман, после чего он упал в колодец Арис». Итак, как говорится в хадисе, люди взяли себе серебряные перстни. То есть каждому человеку можно носить кольцо, но золотые кольца мужчинам носить нельзя. 11 адаб. Запрет на ношение кольца на 2 пальцах. Есть 2 пальца, на которых ты не можешь носить кольцо. Любимый пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил надевать кольцо на 2 эти пальца. Что это за пальцы? Указательный и средний палец. 2 эти пальца. Нельзя носить на них кольца. Какой есть далиль на это? Хадис, который привел ат-Тирмизи и назвал хорошим достоверным. От Али, да будет доволен им Аллах, который сказал, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил мне касси, красные подушки, и надевать кольцо на этот и этот пальцы. И он показал на указательный и средний пальцы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил мне касси. Касси – это одежда, вытканная из шелковых нитей. И мы знаем, что шелк не разрешен для мужчин. Красные подушки – это красные седла из шелка.
на которые садятся люди верхом на лошадях. Пророк, мир ему, благословение Аллаха, запретил их или из-за того, что они шелковые, или из-за того, что красные. И запретил мне носить кольца на этом и этом пальцах. Как я вам уже сказал, это указательный палец и средний палец. 12-й адаб. Желательность ношения кольца на мизинце. Если ты хочешь подражать любимому пророку, мир ему, благословение Аллаха, ношение кольца, надень его на мизинец. Указанием на это является хадис, приведенный у Аль-Бухари от Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал кольцо и сказал: мы взяли себе кольцо и вырезали на нем резьбу, и пусть никто не делает такую же резьбу. Анас сказал: и я словно вижу сейчас, как оно сверкает на его мизинце. Резьба кольца пророка, мир ему и благословение Аллаха, это то, о чем я уже говорил. Мухаммад — посланник Аллаха. И ни один человек не должен делать такую же резьбу. И важно здесь то, что сказал Анас: я словно вижу сейчас, как оно сверкает, то есть блестит, на мизинце любимого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Вопрос: на какой мизинец мне надеть? Можно надеть кольцо на правый или левый мизинец? Ответ: ты можешь надеть его и на правый мизинец, и на левый. Есть ли тому какое-нибудь доказательство? Хадис, который привел от-Тирмизи, от Мухаммада ибн Исхака, который сказал: я видел у Ас-Сальта бин Абдуллы бин Нафаля ибн Абдуль-Мутталиба кольцо на его правом мизинце. На его правом мизинце. Я спросил: что это? Он ответил: я видел, как Ибн Аббас носил свое кольцо также. Драгоценный камень он поставил на наружную сторону. И Ибн Аббас упомянул, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, носил свое кольцо таким же образом. Это доказательство того, что можно носить кольцо на правом мизинце. Есть другой далиль, который Абу Дауд привел с хорошим иснадом от Али, да будет доволен им Аллах, и в котором передается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, носил перстень на правой руке. Хорошо, два эти хадиса указывают на то, что кольцо можно носить на правом мизинце. А какое есть доказательство тому, что перстень можно носить на левом мизинце? Это доказательство находится в хадисе, который Муслим привел в своем сборнике, от Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: перстень пророка, мир ему и благословение Аллаха, был на этом пальце, и он показал своей рукой на левый мизинец. И он указал своей рукой на свой левый мизинец. Из всех этих хадисов мы можем извлечь дозволенность ношения кольца на правом и на левом мизинцах. 14. И это последний из адабов. На нем я закончу, иншаллах. Это поминание Аллаха при снятии одежды. Уважаемый брат, когда ты снимаешь свою одежду, переодеваешься и при этом находишься какое-то время в обнаженном виде, вокруг тебя могут находиться джинны и шайтаны, которые видят тебя. Ведь Всевышний Аллах говорит в Коране: воистину, Он и Его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Джинны и шайтаны могут видеть нас, однако мы не видим их. Ты можешь снять свою одежду, ты мужчина или сестра мусульманка, и джинны и шайтаны увидят тебя. Они могут смотреть на твой аурат или сглазить тебя. Что ты можешь сделать с этим? Любимый пророк, мир ему и благословение Аллаха, научил нас слову: если ты произнесешь его, когда переодеваешься, все джинны и шайтаны вокруг тебя не смогут тебя увидеть. Что это за слово? Я прошу вас записать его, осознать, выучить наизусть и донести до ваших братьев, чтобы джинны не смогли увидеть и их авраты. Что это за слово? Об этом приводится у Тирмизи, и шейх Альбани назвал этот хадис достоверным. Это Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах. Передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: завеса между глазами джиннов и ауратами сынов Адама, людьми. Завесой между глазами джиннов и ауратами сынов Адама, когда кто-нибудь из них пойдет, чтобы уединиться, являются слова «Бисмиллях». Когда ты будешь снимать свою одежду в уборной или в любом другом месте, то для того, чтобы скрыть свой аурат от глаз джиннов, скажи эти слова «Бисмиллях» и потом снимай свою одежду. Хорошо. Я повторю по теме еще раз. Адабы одежды. Первое. Дуа при надевании новой одежды. Второе. Дуа при надевании одежды в общем.
Третье. Нужно надевать одежду, начиная с правой стороны. Четвертое. Стремление хорошо выглядеть. Пятое. Следить за тем, чтобы полы одежды у мужчин не спускались ниже щиколоток. Шестое. Не следует надевать узкую, прозрачную или слишком тонкую одежду, как мужчинам, так и женщинам. Седьмое. Чтобы мужчины не уподоблялись женщинам, а женщины не уподоблялись мужчинам в одежде. Восьмое. Запрещение носить шелк и золото мужчинам. Девятое. Разрешение шелка в одежде мужчине, если количество шелка не превышает 4 пальцев. Десятое. Сунна ношения кольца и разрешение на ношение кольца. Одиннадцатое. Запрещение ношения кольца на указательном и среднем пальцах. Двенадцатое. Желательность ношения кольца на мизинце. Тринадцатое. Дозволенность носить кольцо на правом или левом мизинце. 14 и последнее – дуа, который надо говорить при переодевании и который скроет тебя от всех джиннов и шайтанов, которые находятся рядом с тобой в момент снятия одежды. Наша сестра Минатулла из Каира спрашивает о том, чтобы открывать никаб перед несовершеннолетними детьми. Ученые говорят, что для женщины лучше покрываться перед подростками. Подросток – это тот, кто приблизился к возрасту половой зрелости. Она должна пытаться носить перед ним хиджаб. Если его совершеннолетие наступает в 15 лет, то есть это примерно 3-й класс средней школы, 15 лет, то подростковый возраст начинается примерно с 13 лет, плюс-минус год, в зависимости от конкретного подростка, от его роста, телосложения, силы и так далее. Если ему 14 лет и до половой зрелости остался год, в этом случае нашей сестре-мусульманке предпочтительнее будет покрывать от него свое лицо. Или если ему 13 лет, но он рослый. Когда же ему исполнится 15 лет, или же он будет иметь другие признаки полового созревания, станет мужчиной, то для нее становится обязательным покрывать от него свое лицо. Вопрос про импортное мясо. Наши ученые хорошо изучили этот вопрос и вынесли свое решение, что нынешнее импортное мясо есть можно. Раньше у этого мяса был другой хукм. Раньше были другие положения. После эпидемии коровьего бешенства и других болезней, которые поражали скот в западных странах, экспортирующих мясо в страны мусульман, исламские страны, особенно Египет, вынесли решение: какой-либо фирме, которая импортирует это мясо, лицензия выдается только после того, как группа ветеринаров отправляется и обследует скотину еще до того, как ее зарежут, отбирая при этом только здоровых особей. После этого представитель Исламской мировой лиги заходит на бойню вместе с ветеринаром, наблюдает за забоем и пишет отчет. На основе этого отчета в Министерстве иностранных дел выдается лицензия на забой согласно шариату. Поэтому раньше писалось просто «забито согласно с исламским законодательством». Сейчас же на желтой бумаге пишут «забито согласно с исламским законодательством под контролем такого-то исламского центра» или под контролем Исламской лиги. Так что я скажу, что импортное мясо, печень и так далее, всему этому можно доверять, иншаллах. Сестра Лейла спросила о словах «бисмилля» при снимании одежды. Она говорит, что часто одежда снимается в туалете. Можно ли человеку говорить «бисмилля» в туалете? Да, можно говорить «бисмилля» в туалете. Братья наши, есть запрет на поминание Аллаха во время справления нужды. Однако человеку можно делать в туалете омовение и говорить «бисмилля», упоминать Аллаха в туалете. Но сидение и исправление нужды — это именно то время, когда поминать Аллаха запрещено. Имам Ан-Науи в своем шархе достоверного сборника муслимов вывел прекрасное правовое постановление, которое указывает на проницательность этого имама. Что он вывел? Есть хадис, который муслим привел в своем достоверном сборнике. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит в нем: «У меня была менструация, и посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, клал свою голову на мои колени и читал Коран». Имам Ан-Науи сказал, из этого хадиса можно извлечь дозволенность поминания Аллаха рядом с местом нечистоты, наджасы. Аллаху Акбар, посмотрите на проницательность ученых, на понимание и извлечение пользы.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, клал свою голову на колени Аиши, да будет доволен ею Аллах, и читал Коран в то время, как у нее шла менструация. Имам Ан-Науви, да помилует его Аллах, сказал: из этого хадиса извлекается дозволенность поминания Аллаха рядом с местами наджасы. Таким образом, нет ничего плохого в том, чтобы ты упоминал Аллаха в туалете, кроме того момента, когда ты сидишь и справляешь свои естественные потребности. Уважаемая сестра Люэй говорит о том, что поднимает подол, когда проходит воду. Я скажу ей так: пророк, мир ему и благословение Аллаха, не разрешил подрезать подол женщине, которая сказала ему, что ее одежда попадает во что-то грязное, а сказал, что этот подол очистится тем, что будет потом. Он не сказал: поднимай свой подол, пока не пройдешь наджасу, чтобы не испачкать одежду. Он сказал: оставь, пусть пачкается. Потом ты пройдешь, и его очистит другая земля. Так что же можно сказать о воде, которая является чистой? Я считаю, что нашей сестре лучше подражать великим сподвижницам, проходить воду и идти дальше. И это очистит ее подол. И знай, что если Всевышний Аллах заставит кого-то полюбить соблюдение религии, заставит полюбить веру, все подобные вещи будут казаться ей чем-то простым и несложным. Ношение кольца на указательном и среднем пальцах для женщин. Можно ли сестре-мусульманке носить кольцо на указательном и среднем пальцах? Либо же тот запрет ношения колец на этих пальцах для мужчин касается и женщин тоже? Этот хадис явно указывает на то, что запрет не касается женщин. Этот запрет относится исключительно к мужчинам. Исключительно к мужчинам. Таким образом, женщинам можно носить кольца и перстни на всех пальцах. Потому что в хадисе приводится запрет на ношение колец на указательном и среднем пальцах только для мужчин. Этот запрет можно было бы сделать универсальным только при наличии соответствующего доказательства. Особенно если знать, что в своей основе золото запрещено носить мужчинам и разрешено женщинам. Женщина нуждается в украшениях, в отличие от мужчины. Уважаемые братья и сестры, я скажу вам, если вы хотите достигнуть довольства Всевышнего Аллаха, вы должны совершать определенные вещи. Осталось 2 минуты, и в течение их я дам тебе указания на этом пути. Первое. Жизнь – дорогая цена, так не потеряй ее зря. Второе. Ты не достигнешь довольства Аллаха без Его помощи. Третье. Знай, что сердце – это основа твоей жизни. Так очисти свое сердце от того, что гневит Аллаха. Четвертое. Если ты хочешь жить в покое и спокойствии, тебе нужны хорошие, праведные друзья. Ат-Тирмизи привел хадис, который он назвал хорошим, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: дружи только с верующим, и пусть твою еду есть только богобоязненный. Пятое. Твои дети – это аманат на твоей шее. Ты будешь спрошен за них перед Аллахом. Шестое. Если ты будешь учить по одному аяту из Корана каждый день, за месяц ты выучишь 30 аятов. Это благо. Так не теряй его. Седьмое. Знай, что Аллах знает о тебе, смотрит на тебя. Так стыдись перед Аллахом. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех, кто достойно идет и следует к Аллаху. О Аллах, прости нам наши грехи и наше расточительство в наших делах. Укрепи наши стопы и помоги нам одержать верх над неверующими людьми. Пречистый, о Аллах, и хвала Тебе. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя. Я приношу Тебе свое покаяние и прошу Твое прощение. До свидания. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. آداب الإسلام أمانة فتعلم أدب الإسلام